Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Новак Джокович сохранил первое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Серб возглавляет данный список на протяжении 311 недель, что является абсолютным рекордом. По этому показателю он обошел испанца Рафаэля Надаля, который удерживал первое место 310 недель. Напомним, Джокович является победителем 18 турниров серии «Большого шлема». Также на его счету 82 победы на стартах ATP. Что касается россиян, то в обновленном рейтинге Андрей Рублев сохранил 8-ю позицию, Карен Хачанов остался на 21-й строке, а Аслан Карацев поднялся с 44-го на 45-е место. Женская сборная России по волейболу узнала своих соперниц по групповому этапу чемпионата Европы. Жеребьевка турнира прошла накануне. Россиянки выступят в квартете D. Им конкуренцию составят команды Франции, Чехии и Хорватии. Соревнования пройдут с 17 по 27 июня во Франции и Испании. Матчи российской команды состоятся в Страсбурге. Напомним, женская сборная России является трехкратным победителем чемпионата Европы. Также она трижды становилась серебряным и 2 раза бронзовым призером турнира. Футболисты казанского «Рубина» на своем поле обыграли петербургский «Зенит» в матче 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе победителей результативными ударами отметились Джорджа Деспотович и Денис Макаров. Единственный мяч гостей забил Сердар Азмун. Отметим, что «Рубин» выиграл у «Зенита» во второй раз в текущем сезоне. Игра первого круга завершилась также со счетом 2-1. Благодаря этой победе казанский клуб поднялся на 8-е место турнирной таблицы, набрав 34 пункта. Петербуржцы продолжает лидировать в таблице чемпионата, имея в активе 42 очка. В следующем туре «Рубин» на выезде встретится с Уфой, а «Зенит» дома примет грозненский «Ахмат». Интер на домашней арене со счетом 1-0 одержал победу над «Аталантой» в центральном матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу. Единственное взятие ворот на 54-й минуте провел защитник Нерадзури Милан Шкриньяр. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук вышел на замену в середине второго тайма, однако результативными действиями не отметился. Всего он провел 21 матч, в которых отметился 5 голами и 1 результативной передачей. Интер, возглавляющий таблицу, одержал 7-ю победу к ряду, в его активе 62 очка. Команда россиянина идет на 5-й позиции, набрав 56 баллов. В следующем матче черно-синие в гостях встретятся с Торино, а «Аталанта» на своем поле сыграет со «Специей». Заброшенные шайбы Александра Овечкина и Дмитрия Орлова помогли Вашингтону выиграть у Филадельфии в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. В составе победителей помимо россиян отличился Ник Йенсен. У хозяев площадки точный бросок на свой счет записал Джоэль Фараби. Первой звездой матча был признан Орлов. В текущем сезоне в его активе 20 игр и 2 шайбы. Команда россиян занимает 2-е место в таблице Восточного дивизиона, набрав 32 очка. Филадельфия располагается на 4-м месте, у нее 27 пунктов. В следующем матче Вашингтон дома сойдется с Нью-Джерси, а Флайерс на своем льду примет Баффало. Перейдем к событиям нашего региона. Баскетболисты Нерюнгринского района стали победителями чемпионата республики. В финале турнира, который состоялся на паркете столичного спортивного комплекса «Стерх», нерюнгринцы со счетом 66-61 обыграли команду Якутска. На 3-ю ступень пьедестала взошли представители Хангаласского улуса. В матче за 3-е место они со счетом 73-64 выиграли у представителей Ленского района. Гол студента Северо-Восточного федерального университета Янника Самплея помог Липецкому ЛКС победить Алгу в матче 23-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Игра прошла в Липецке и завершилась со счетом 10-0. Для Самплея этот гол стал 13-м в текущем розыгрыше турнира. Он делит первую строчку списка лучших бомбардиров команды вместе с Алексеем Белоусовым. ЛКС 52 баллами занимает 2-е место в таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Газпром Бурения» на 2 очка. В следующем туре липецкий клуб сыграет с ростовским «Спартаком». Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!